Сколько не говори, закон для всех один. Айфон купи, ресторан плати, без повода мне подари кольцо с моим именем, базовый минимум. Чай без повода обнимай, ай, любить и не уважай, ай, чувства самые сильные, это базовый минимум. Базовый минимум, ай, это базовый. Чего смеешься? Зарина, а ты на очном училась же, да? Да. А ты окончила? Ну, первое высшее, да. Что, у тебя второе еще есть, что ли? Ну, второе высшее не окончила. А ты на кого училась? Госмуниципальное управление, второе юриспруденция. Я бы дальше училась. Ол без конца оқып, ана ведь знаниеңді еще применять тебе білер керек бит әлі. Мне нравилось быть студенткой. Да? А, вот есть категория людей, которые вечные студенты. Знакомые такие есть, которые всю жизнь учатся. В основном наши родители. Мне уже в 17 лет пошла же работать. Вот молодец, Я надо работала работать. пересчетчиком товаров, когда торговые центры закрывались. А, С 10 утра до 6 вечера, получается, училась. Учебы было очень много. Умудрялась учиться на одни пятерки. С 10 вечера до 10 утра не доработала в магазине, пока торговый центр был закрыт. До 9 утра. А спать когда? Я спала на выходных, а потом я ал устроилась. уже үйренген соң не спать алды ол ана түні бойы шарақат етіп саған көрмеймін. У меня тоже красивое вот секси белье. Я впервые в жизни. Это реально красиво. Чего так смеешься, на большом атолах? Я впервые в жизни купила себе секси-белье. Я считаю, это секси-белье. В этом по общежитию ходила. Так это же не секси, мама, это обычное. Да? Да. Для меня секси маккурна, потому что она ушундай нежный мотор, ночнушкалар у меня в жизни не было. У меня или с мишками, или с горошками, там, с пандами всякие, ночнушки авидарские. Это было очень красиво. Да, и вот я такой, это я тоже, кстати, в Тезене взяла, девчонки. Ага, кола нормальная, дают Азалия в Тезене, недорогие. Вот у меня впервые вот такое вот женское, красивое, нежное ночнушка появилась. Прикиньте, я прям меняюсь на глазах. Кстати, тебе зеленый цвет красивый. Вчера ограбила Мироша твою. Менің киімдерді киіп түкері Зарина қазір. Вообще. Шкафты салып құптарына баштай. Так, что вы сегодня одеть? Если ее увидите сильно модно одетой, знаете, она в моей одежде. А, кстати, меня в прошлый раз так и сказали. Что сказала? Типа, ой, Ин, умеешь иногда одеваться, прям выделяться этих троп так, чтобы тебя прям все замечали, ты иногда. Ага. А я была как раз таки в вашей кофте. Вот видели? Если увидите стиляга ее, значит, это мои вещи. Она сама ничего не умеет подбирать. Просто человек даже из не очень вещей соберет красивый образ. Да. Ну да. Я не умею собирать образы. Потому что Зарина сама красивая. Я смотрю в зеркало, в себе уверена, кому достанусь я, бомбовая, не для них, а для себя. Я самая-самая, самая-самая. Чего не поете-то? Мен жүріп қазір всякие тупойские яндар тыңдай бастадым, блядь. Был не тупой скин же. Ну, прикольные, но все равно я қарасам, в моем возрасте 46 яшты, шуны ерда вредят, что ли? Что ты там про гинеколога рассказывал? Или при папе я не будешь рассказывать? Не, ну, могу в целом. Ну, там ничего такого нет, на самом деле. Там такая ситуация была, что я пошла к гинекологу планово, короче, проверяться. А я хожу только к одному, который меня вылечил однажды от кисты. Вот. И я, короче, все прохожу, все, все, она там что-то берет анализы. Я, короче, прихожу на кассу, и мне такие, с вас 9 850. Я такая, 9? Что? За что? Вот такая вот ситуация. Они что, обалдели, что ли? Не знаю. Могут взять просто, типа, тебя навязать какие-то услуги, даже этого не поймешь. Ты просто, у тебя что-то взяли уже, а ты такой, типа, ну, так, наверное, должно же быть. Ну, там, анализы, все дела. А там, оказывается, ну, такой суммы. Ты потом такой думаешь, ну, нормально. А вот Рустам Робертович такого нет. Кстати, там, да, там такого нет. Да, он никогда не навязывает. Он сразу сначала консультирует и говорит, может, вот так сделаем, может, вот так сделаем. Тебе вот это надо, вот это, как на это смотришь. Они, кстати, первую помощь оказали, помню, летом, когда у меня острый приступ аллергии случился. Они меня не прокапали, а сделали антигистаминное. Потому что Они там мне еще... тоже первую помощь оказали, помнишь, когда у меня грыжа воспалилась.
Сейчас заедем к нему опять на консультацию. Здравствуйте, наконец-то ты пришла. Да, мы пришли к самому лучшему гинекологу Республики Башкортостан. Вот, снова с вами Рустам Робертович. Да, это я. Вы похудели, постройнели. Да, я занялся собой. Когда Спортом. мне молоденькие девочки сказали, что тебе, ты, говорит, старый. Поэтому- У Рустама Робертовича молоденькие девочки появились, оказывается, доктор. Представляете, вы же знаете, что он в разводе, да? Вы в разводе, нет? Официально в разводе. Доктор Рустам Робертович официально холостяк. Очень завидный холостяк Республики Башкортостан. Сейчас будет рубрика «Таныша». Кто хочет охмутать самого главного холостяка Республики Башкортостан, самого обеспеченного, самого лучшего гинеколога Республики Башкортостан, то вот, пожалуйста, доктор, ссылка на Калдырам. РГ-клиника на ссылках на Калдырам. Бандакиля, говорит, чикширный, у Рустама Робертовича. Показывайте вы все ему свои прелести. Он вам проконсультирует, все вас просмотрит. И потом, может быть, и познакомится. Вот мне всегда было интересно, а жены гинекологов как относятся к тому, что помимо своей прекрасной жены Надя не видит еще сотню других прекрасных женщин во всех самых сокровенных, так скажем, ракурсах? Да, вот меня тоже интересно. Так это надо у жен гинеколога спросить. Но у нас нет возможности, Рустам Робертович успел развестись. Не, а как относились? Ну, у меня бывшая жена-то, она сама гинеколог. Обширник. Прикольно, если была бы урологом или проктологом. Прикиньте, ну так, вот помните, вы спрашивали у меня про Мелсман. Я же, 2 раза все сделала, не остановилась. Вот Рустам Робертович говорит, надо сколько делать, Рустам Робертович? Сколько надо делать? Минимум 10 процедур, минимум. А я-то 2 раза сделала, и все, шума Аллах Акбар, доктор. Надо 10 раз делать. И у Рустама Робертовича одна 49-летняя пациентка родила даже, представляете? Год месячных не было, год месячных не было. Да? Офигеть. Вышла за молодого замуж, а у женщин есть привычка от каждого мужчины рожать. В смысле, у женщины есть привычка от каждого мужчины рожать? Слышала? Так что, доктор, если у вас, девочки, климакс начался, в первую очередь приходите к Рустаму Робертовичу, проконсультируйтесь. Возможно, вы тоже найдете молодого мужа, и, возможно, вы тоже родите. Да. А, кстати, про климакс мы сейчас еще пораспрашиваем Рустама Робертовича, потому что климакс, оказывается, очень актуальная тема. Я вот когда рассказала, что у меня климакс, да, очень много вопросов было. И, кстати, вот есть возможность сейчас эти вопросы задать Рустаму Робертовичу. Как раз таки мы пришли к нему на консультацию с Аделиной вдвоем. У нее еще ничего не началось, а у меня давно все закончилось. Проблема климакса сейчас вообще очень актуальна. Почему ранний климакс вообще начался? Многие девчонки пишут, что у них вообще очень рано началось. Что за фигня, не могу понять. Основная причина – это прием гормональных препаратов. То есть я сейчас скажу, скажем, непопулярную версию, но гормоны, особенно когда их назначают с контрацептивной целью, одно лечим, другое калечим. А еще какая причина? Питание. Питание? Питание, да. То есть у нас сейчас очень много продуктов питания, которые содержат и ГМО, и, соответственно, пальмовое масло. Да? А где пальмовое масло много? Везде. Везде? Везде. Масло, творог, сметана, вся молочка. Магазин. Да. Вот. А мы молочку, мы творог едим в магазинах, готовал, типа ПП, не дербиширяют, блин. Да. Офигеть. Вот, так что деревенское масло покупайте, и деревенский творог, там же нету же. Ну, там нету. Так что, доктор, приходите в РГ-клинику, сначала пройдите полный чекап. Здесь как раз таки делают полный чекап. И на следующий день, даже не на следующий день, а через пару часов вы уже узнаете все свои анализы, получите консультацию, и вам вот Рустам Робертович назначит лечение. Да? Да. То есть мы отличаемся от других клиник тем, что мы не просто берем анализы и потом говорим, чего меньше, чего больше. То есть мы даем решение всегда. То есть есть дефицит, мы восполняем дефицит. Есть профицит, мы убираем этот профицит. Самое интересное, мы сейчас начали процесс расширения. Смотрите, у нас, видите, места мало, Да. народу много. Да, То есть кстати, это вообще мында больш- шағырым тулы кеше. Мында больш- ауылдардан даже келелер. Большое спасибо Милюше, потому что за счет Милюши у нас очень много про нас узнал. Это, кстати, У нее реклама очень хорошо работает, между прочим. для будущих рекламодателей. Гоните всех маркетологов, приглашайте Милюшу. Да. Всех шею гонит своих маркетологов. Весил, видишь, вывеску посередине повесил. Она же здесь лежит. Ну да. Ну сейчас вывеску побольше, вот так надо заказать. Потом сделаем, да? Вот. Большой ремонт. У нас тут идет большой ремонт. Тут же этот был, салон красоты или что же было? Да. Они съехали. Вот это помещение Рустама Робертовича. Прикиньте, вот сейчас он расширяется. Он даже не арендует. Прикиньте, умный мужчина. Он не только талантливый гинеколог, он еще талантливый бизнесмен, между прочим. А тут что будет?
Здесь будет как бы зеркально, такие же кабинеты, просто будет это, у нас там будет большая зона отдыха, где можно будет, здесь будет большая зона отдыха. Здесь вот кабинет закладывать. А что у вас это будет-то? Еще, ну, раз расширять будете, еще какие-то, наверное, услуги дополнительные? Косметологию мы залицензируемся, косметология? да, вообще тема очень интересная. Там массажи лицензируемся, неврология, кардиология, еще, короче, в общем. Вы, короче, решили частную больницу сделать, да? Да. Я так понимаю. Да. Между прочим, знаете, вот как можно узнать о человеке? На самом деле человек, вот какая у него репутация? Можно запросто узнать через меня. Когда я выкладывала Рустама Робертовича, сразу же мне пришла обратная связь от людей, которые работали, во-первых, с ним, во-вторых, кто у него лечился и кому он помог, да? И сразу же мне пришла обратная связь, и люди начали писать: это же Рустам Робертович, вот он же, говорит, работал у нас главврачом, вот, говорит, говнюк, он нас кинул, ушел. А когда я прочитала, вот говнюк, он нас кинул, я такая думаю, испугалась. А потом дальше начала читать, он говорит, и там женщина пишет, он, говорит, этот вот такой хороший главврач, говорит, был, нам премии давал, говорит, в других больницах никакой премии, говорит, не было, говорит, он добивался для нас, говорит, премии, говорит. И когда он в нашей больнице, говорит, главврачом был, говорит, всегда был порядок, говорит, у нас. И оставались клиенты довольны, больные, и оставались, говорит, сотрудники довольны. Вот такой, говорит, баланс сохранялся. Такого главврача больше у нас никогда, говорит, не было. А он, говорит, говнюк, кинул нас и ушел, говорит. Прикиньте, вот так вот женщина писала одна. Что посоветуете, прилив-отлив? Во время прилива-отлива что делать? Как спасаться? Ну, облегчить хотя бы. Облегчить? Да никак ты не облегчишь. Там же, конечно, это, в этом-то весь и прикол. При климаксе очень многие женщины что делают? Они не идут к гинекологу. Они идут к неврологам, потому что головные боли, они идут к кардиологам, потому что сердечные боли. То есть, понимаешь, они начинают ходить по разным специалистам, а суть там она такая. Но единственное, что еще раз говорю, то, что ГЗТ, гормон-заместительной терапии, не люблю от слова совсем. Поэтому у нас есть вот этот чудесный препарат Насма, не гормональный, но очень хорошо регулирует и снимает все климактерические явления. Это все опять климакс виноват, то, что я нервная и псих. Это не я, это все климакс. Че? Ну, это же ты. Но это не я, а климакс мой. Товарные ключи. А у мужчин бывает климакс? Бывает еще какой-то. Так и бывает. У вас тоже типа климакса. Кризис какой-то. Среднего возраста? Ты знаешь, бараешь на Она урап на левой кисти. Вот вы Анга, про Таиланд сказали, а вот, вы знаете, когда была студенткой, мне мальчик предложил в Таиланд с ним полететь. А мы с ним не в отношениях были. А зачем он туда тебе предложил? Ты слишком много работаешь, хочу, чтобы ты отдохнул, ответь на меня. Я тебе отдельно номер сниму тебя. Нет, так ты что, нельзя, нет, что скажут люди, ой, я ромай, это все, короче, мы с тобой больше не буду общаться, ты Ой, Хадра Мамай в Таиланде живет. Хина Харьядовер. На YouTube. Я согласна. Прикинь, столько лет прошло такая. Я согласна. Ну, Хин, тормоз, блин. Зачем ты отказалась? Потому что ула я ромай. Я ромай. Вот разве у вас таких не было ситуаций, когда вам что-нибудь подобное предлагали, когда Конечно. отказывались? Ну вот, еще меня там было. А мне кажется, вообще всем девушкам такие вещи предлагают. Мне вообще егет тугель, меня вообще бабай предложил. Представляешь? Тебе, ладно, вот парни предлагать, молодые, да? А мне какой-то бабайдар предлагали страшные. Спонсорство. Еще прямо в наглую меня спонсорство, типа, прикинь. Короче, я у родителей была на доке и домой возвращалась. И какая-то крутая тачка остановилась, я тогда в машинах не разбиралась, я не знаю. Я и сейчас не разбираюсь. Черная большая, два крутая. Черная большая машина была инде. Шула остановилась и меня эти инде. Карт бабай утра. Давайте подвезу ты. Мне там не надо меня подвозить. Я вон рядом живу, мне там. Ну давайте подвезу, холодно, зима ине. А ну мне там нет, не надо, ну ладно. Ты меня уговаривать начал, я, мне там ладно, черт с ним, давай подвезите инде. А мне совсем одон дытрейни, ушында хаттым. Ким Каштаткан, у меня такие локоны были офигительные. Но я на шпильках, я тогда ходила даже зимой на шпильках, прикинь. Он меня поэтому, наверное, и приметил, за волос я думаю. Ну ладно, короче, я села к нему в машину, и он такой говорит, ты очень красивая девушка, ты галяй-балай, говорит, начал что-то мне комплименты говорить. А я, говорит, могу быть твоим спонсором, ты меня это. А я тогда даже слово спонсор не знала. Я такая говорю, кем? Спонсором, говорит. Я говорю, кто такой спонсор ты имеете? Меня за бельменем вообще. Ну, меня олдан киген, нихуя белейму спонсор да. Вот я, говорит, тебя буду обеспечивать, ты ни в чем нуждаться не будешь, говорят. А когда я тебе позвоню, говорит, ну, в любое время, чтобы мог прийти к тебе. А до меня, прикинь, не доходит. Я говорю, зачем прийти? Прикинь? Ну, говорит, чтобы на свидание, ты гуляй-балай.
Мен аңдамайм. Вообще до меня, мен же еще былайрақ тупойрақ бекен. Ты же меня знаешь, меня кіші мен такая ауылдасып теге аңдамайм теге. И мен қарайым, аңдамайм, бірнәмелі, ничего понять не могу. Ты не беспокойся, я часто приезжать не буду, ты. Прикинь? Часто. Но чтобы найти, ты только должна ждать меня, моя должна быть. Ты. Какой ты бір бавай, он страшный. Буйға бәлекей, химик, бір наверное 60 несе еш, представляешь, да? Мен анан еще ұлынырақмын, он же когда выходил, провожал меня еще. Представляешь, ну какой кошмар. И несек мен аны менен, блин, ятырға тиішмін екен. Вообще охренеть. Я понимаю, там какой-то красавчик, высокий мужчина, да, я бы, может быть, и подумала. Нет, я бы не подумала, нет. Нет, а вот есть, наверное, такие женщины, которые на это соглашались и соглашаются до сих пор, да? Конечно, у меня среди моих знакомых были девчонки, которые вот приехали из деревень и имели спонсоров. Алар встречались с женатым мужиктарман, некоторые девочки, я не говорю, что все прямо алимаки уйдакойма, но были такие вот. А сейчас у них есть свои семьи? У некоторых есть, но у некоторых нет. Потому А что... біреулер, екі қызықай, Хаманда в роли любовницы был, күйеуге сықмай, алардан бала табып, прикинь, бала табып, но ол мужиктар очень хорошо их обеспечивали, квартиралар сатып алып беріп, балаларын обеспечивать деп, они ни в чем не нуждались, но они таки замуж и не вышли. Только что у мужиктарман болдылар. Представляешь, ма? Всю жизнь в роли любовницы. Мне 46, и они до сих пор так живут. Ну представь, вот, қартайшы өткенде. А он мужик кетіп қойға, өліп қойға, олар не істеді? Білмейм. Но они их, между прочим, на хорошую работу устроили. Бірінің политик вообще. Она родила от него мальчика. Но меня никакой крупный политик не предлагал. Может быть, я и согласилась. И я что же не предлагал. Даже там, конечно. Меня вообще мужиктар қорқалар. Меня не хадыр Зарина мына қорқалар. На меня подписчики сказали, Вы так похорошели, говорят, вам, наверное, этот клей подбивает, какие-нибудь мужчины ухаживают, что-то, наверное, пишет. да ни хрена меня никто не пишет. Напишите, пожалуйста, ей. Да, что не пишите, Янбаштары? Я тоже хочу комплименты от мужиков, вообще-то. Елімден ешпес, хотя бы чужой мужиктан ештейм, хотя бы комплимент алып береді. И то было бы нейрак, блин, көңілдірек. Доньялар өзгеріп кетер еді. Желательно не женатый, чтобы потом скандалов все Да. не было. Конечно же, я шучу, достар. Не надо мне писать. Ну нет, я вот хочу сказать, да, Альбертқа, значит, беселер язалар, а мужиктар меня язмайды. А люди думают, что меня пишут мужики. А на самом деле, Зарина, меня никто не пишет. Меня не пишут, меня баба только пишет. Ты старая карга, хин хоть пластика статенда янтезен, хин плайген, хин тиглейген. А Ильдар меня ни разу не писали ничего. Вот сколько меня людей спрашивают, Милоша, меня, наверное, мужик так пишет. нифига меня не пишет мужик-то. Меня и ешсахта клини не подбивали. Нет, ко мне никто не приставал никогда. Никто за мной не ухаживал никогда. Представляешь, да? Это что за фигня? Чего я, блин, такая страшная, что ли? Вообще, честно говоря, даже обидно. Как так-то, блин? За всеми ухаживали, а за мной не ухаживали. Она тоже не ухаживает. Алдашыма! Последний раз букет, Деме знаешь, алдай, получала. не постоянно египтар артыңдан юридер. Потому что я не сижу, мне скучно, мне не с кем пообщаться даже. Мне Ну. букет, знаете, в последний раз, блин, дарили? В феврале позапрошлого года, наверное. Мне вообще никто ничего не дарит, бляха. Не ухаживал никогда, блин. Оно что, был единственный, что бавай был, который предложил мне спонсорство. Представляешь, да? И вот какая у меня должна быть самооценка после того, как единственный бавай, химедгина, почти лысый, который предложил мне спонсорство. После этого у меня вообще самая низкая самооценка должна же быть. Шловите, да? Господи, ешь сагом, да! Ладно, хоть Альберт подвернулся. Да ты, ретро-клуб, пойди пора идти. А вот такой, куда идете? Ретро-клуб. А он, значит, такой ровненький был. Да, ретро-клуб. Он такой говорит, А меня это апарала на ретро-клуб, я была. что бы апарматқа мен айтам? Ты меня весь облил, меня там басрата өтірдің. Он же меня повез домой, я же переодевалась еще. Мне там, ты угощаешь тенем. И он же нас угощал. После ретро-клуба на следующий день он меня начал писать, как, блин, Привет, как дела? Привет, как дела? привет, как дела? Заколебал, да? Каждый день одно и то же сообщение. Какого черта? Ты что, других слов не знаешь, что А ли? мы отвечали? Нет! Потом я его заблокировала. А потом я поняла, что надо его разблокировать. Кое-какие проблемы возникли. Я помню. Да. Ну, мы Пришлось об разблокировать и выйти за него замуж. Были нерешаемые проблемы. Давайте не будем это рассказывать. Нет, это мы не будем рассказывать, это потому что слишком. Вот будешь, ладно, это. Да, интрига. Калям, блин, даже не Это макияж. понятно вам? Ну и пускай думает, господи. Смотри, какие красивые котлетки. Да. Вот, короче, девчонки, поймите одну вещь. Вот такие бабы, как я, которые шарлдат, барлдат, мужик таргмак, которые себя ведут, да, этот,
Мужику не нужен второй мужик. Да, мужику не нужен второй мужик. Вот Дарина правильно сказала. Таких мужики, оказывается, не любят. Посмотрите, какие красивые котлеточки мы с Зариной наделали. Сейчас еще Зарина салат что-то. Делай? Yanımda hinnin bulganda Күңелем елкіне olsa Min olsam, Nağıtып beni qılsam Güllerimde almayım Erenlerim ayılmaydı Min hini uğurlap qalsam Hem hin tağını ayılmaydı. Картофельное пюре у нас будет. И картофельное пюре я всегда добавляю вот кутарганца, сливочный майда. Жарю я лук, потом вот это добавлю в картофельное пюре. Очень вкусно будет. И котлетки у нас мы уже поставили здесь. И у нас будет еще салатик. Очень легкий, доктор. Короче, сыр, морковь. Можно 50 на 50 делать, можно морковки побольше, сыра поменьше. Чеснок и сметаной можно заправить, а можно заправить майонезом. И все, прикиньте, салат готов. Очень вкусный, легкий, очень вкусный салат. Особенно на закуску просто бомба. Ну, это, если спиртное пьете, там, водку запивать хорошо. Ну, урадовых, конечно, не запивайте. Имеется в виду, не заедайте. Не пейте, короче. Знаете уже, сколько я не пью? Ты алкаш-тар бар да? Я алкоголик. Я не пью 10 месяцев. Вот так же есть. Вот я сейчас тоже. Я алкоголик. Я не пью. А сколько я не пью? И правда 10 месяцев. Представляешь? И правда алкоголик. И правда алкоголика нет. Ну нет, знаете, что я поняла? Я поняла одну вещь. Оказывается, я была зависима от алкоголя. Потому что, когда я бросила алкоголь, вообще насовсем, да, как пятница наступала, меня начинало тянуть выпить. Но я думаю, раз появлялась тяга, значит, ты алкоголик. Так же говорят. Вот так вот. Если у вас в пятницу начинает тянуть алкоголь, знаете, вы алкаш. Ну так же говорят же. Ты не слышала, что ли? Нет. Как? Альберта, котлетки вкусные? Да. Это я крутила. Возможно, вы кушаете котлетку, которую крутила именно я. Салат попробуйте. Возможно, эту морковку проводила через терку именно я. Я это вкусно готовлю. А я снимала. Возможно, ты ешь котлетку, которую снимала я. Альберт. Обзор на мою бижутерию из магазина Сорока. Что же я накупила на этот раз? Я уже не первый раз, девчонки, закупаю в Сороке бижутерии. Мне там очень нравится. Ой, такие красивые вещи я там накупила. Ваша не машу хадармите бейдегандар бана. Ёпарасата. Как будто бриллиантный бейдегандар бана. Я специально решила сделать обзор на улицу, потому что сегодня шикардосная погода. И на фоне этой белочки... Какой белочки? И на фоне этой белой елочки я смотрюсь в красные свои шубки. Кстати, шубки БД. Это моя коллекция была в прошлом году, я выпускала. Очень красиво. Я сейчас ношу красивые сережки, вы как заметили. Ношу красивые сережки, сама каждый раз в одних и тех же сережках. Вот это тоже из Сороки брала. Вот, я как базовый его ношу, не снимаю тоже. И знаете что? Бижутерия качественная, между прочим. Первая пара сережек. Вот, посмотрите. Очень красивые такие сережки. Они шли вот так вот. Они вот такая пара была, то есть. Но я специально купила их вот так вот, 2 пары пришлось мне купить, чтобы можно было носить вот так вот, или вот так вот, или же с парами вместе. А что же в зеленом мешочке? А, здесь вообще офигительные бусинки. Кстати, у меня сейчас начались нравиться бусинки. Оказывается, вкусы меняются, девчонки. Постепенно начались меняться вкусы. В одежде, в бижутерии. В еде нет, в еде не поменялось нифига. Я обнаружила, что я люблю бусы. Когда его наденешь, он такой нежный, такой красивый. Красота, да? Еще одни бусы. Посмотрите, какая красота. Я хочу, чтобы Альберт вот эти вот висюльки плоскогубцем снял, и они были вот примерно вот так вот. Они где-то вот так вот смотрятся. Ну, красота, скажите. У нас в следующем мешочке. Это сережки были по распродаже, кстати. Зелененькие. Вот такой вот шарик и вот такие вот бусинки. Ай-яй-яй, какая же красота все-таки.
А, это я спонтанно купила, это не сердечко, это самолетик. Почему я ее взяла, я так и не поняла, честно говоря. Следующий мешочек. Что же тут такое? Я уже сама забыла, что я купила, прикиньте. Понакупала тут и забыла, что я купила вообще. Посмотрите на моей руке. Это же балдеж. Если бы вы видели в деле, как они смотрятся, у них качественная бижутерия. Да потому что я год не снимаю в бане, под душем хожу и нифига ничего не бывает. Это точно, это вот прямо сыны там. Что, все кончилось, что ли? Сейчас я хочу показать, как будет выглядеть на мне вот эти вот сережки. Оказывается, сейчас вот эти разнобойные в моде. А на другой стороне звезда. Азалия! Азалия! Аля, Йоктану, ты что, спишь, что ли? Та-да-да! В смысле спасибо? Ну, померяй. Пожалуйста. Это я тебе закупила, чтобы сходить на концерт. Скромный наряд. Как это называется, узорчики? Как это? Кружевное белье купила, чтобы ты могла сходить на концерт. Многие спрашивают домашнюю одежду. Где вы такие штанишки берете? Там, где такие майки берете? Вот эта майка, вот такие штанишки, шортики цветочками же есть. Это все пижама. Сейчас вот Азалия взяла тоже с кожаными штанами одеть. Вот такой вот. Это как называется, Азалия, который вот тут закрепляется? Боди, да, называется? Боди. Да. Я купила кружевное, очень красивое такое. Смотрите, какая красота, да? Она на концерт Зарины собирается. Вернее, это я попросила Зарину, чтобы Азалия потусила вместе. А то она контур укоптила целыми днями. Никуда не ходит. Только и знает, что учиться, учиться и учиться. Абсолютно никуда не ходит. Нигде не тусуется. Спасибо, скажи. Спасибо. Я очень вообще рада, что ты на самом деле никуда не ходишь и учишься, и учишься. Но отдыхать тоже надо когда уметь. А Залия вот не умеет отдыхать. Стилист. Ох, нифига себе. Че, как? Прикольно. Меня Шапай вчера говорила Азаля. Азаля, откровенно не одевайся, пожалуйста. Да. Иначе шикарай ведь. Я сама купила, привезла. А чё? Это же не откровенно. Правда, что ли? В смысле, а в каком месте это откровенно, я не могу понять. А? Это кружевное боди. Оно что, откровенно называется, что ли, Зарина? Ну, по сути, да. Да? Да. Кружевное боди называется откровенным. Она просвечивает, да. Но оно же просвечивает все. А что просвечивает? Что, голое тело, что ли? В купальнике же ходят люди. Наоборот, шикардосно. Скажи, Зарина, шикарно. Да, красиво. Мне нравится. Ну, Но вы просто сами себе противоречите. Для меня этот откровенно, это когда вываливается там бонда куриная или тында тишек. Это тоже куриная, все. Кайда куриная? Вот же все видно. Это лифчик видно. Я понимаю, я хочу сказать, когда вываливается ты асык куриная, ты не имсекта. Для меня это не откровенно вообще. Завтра в школу так пойдешь. Почему нет? Я такой, если найду, еще куплю Азалия. Меня потом этот точно тебя в школу вызовут после. Какой вызывает, господи. Она на этом контент сделает. Скажи, кожаные штаны шикарные, да? красивые. На Вайберс вообще заказали. Только надо в спину подтянуть. Подтянуться вот так вот. О, выпрямиться. О, скажи, Зарина, уша, Юрген. Да. Вау. Ну, Водя, конечно, шикардосная. Шикардосный вообще. боди, да, вообще. Со штанами тогда пойти? А? Мне надо тоже пойти купить это боди. Так у тебя же такой есть, нет? У меня другой же, а это еще сексуальный. Очень красиво, тебе очень идет. Спасибо. Вот я так и представляла, что вот так вот, прям, я же тебе сказала, вот подойдет с этими штанами, еще миникинки каратиненькие, и мега, нет. Вот же, у меня есть чувство стиля вообще-то. Скажи, Зарина, есть же? Один образ такая собрала. В смысле, хочешь сказать, что я сейчас не стильно одеваюсь, что ли? Нормально. Просто я когда полная была, у меня не было моего размера, поэтому мне приходилось одевать спортивку и джинсы. Все, что влезло на готовке. Я и не меняю. Это действительно же так, Зарина. Помнишь же, одежду найти не могли. Красиво. В магазин выходили, наверное, раз в год, раз в полгода, а ужеpada каждый поход в город это магазин. Ну, потому что я сейчас получаю удовольствие только от того, что
покупаю себе что-нибудь. Я только так себя радую сейчас. Больше у меня никаких радостей не осталось. Ну, имеется в виду, удовольствие уже я не получаю. Внешне нету получателей. Ну, исмегес! Исмегес у меня неме башка юк бремеле. Киим хатуага штаным уже. Вместо пива. Только это обходится в 10 раз дороже, чем пиво. Вот почему Альберта кайгырата, что вы больше не пьете. Ай-яй-яй. Давай, Зарина, мне я тоже ушундай хигинсем У откапа. меня нету груди, Милюша, пай. Не, Майку. пушап купи. Бардағы лифчиктер пушап. Уже құтарған сөйтіп ошайтып У пушап. меня, кстати, тоже пушап. Ну, ошай бір пушап. Давайте лучше по старинке носки тығайық. Ну, или носки тығып. Айни сен біз баласақта носки тығып кейбір Тыққаным жоқ. тығып кейбірник. Типа у нас большие груди. Я, Сейчас ты короче, тоже так можешь делать. я заказала себе майку, вот, он прям так кутаря. Я вам его привезу. Киев харар хагат. Если понравится, тоже закажите. А что там Да? знаете, Прям как с таким там? звуком кутаря. Смотри, такие. Там, да. А там реально, знаете, короче, я его забираю, главное, стою вот в магазин, да, и стою, думаю, а мне вообще грудь идет или нет туда, потому что она реально такая огромная стала. Да? Вот давай шуны майканы алырғың да ертеге. Ага. Если матур болса, мен хия на 8 марта ошондай тоже подарю. А то мен Ларисаға ботокс подарттым. Хиңе біреуле подарттым. Шуға хиңе. Как мы с губ перешли на майку резко. Мен хиңе айттым да оңайда губы подарю деп. Хин айттың керек мен айтын. Короче, мен айттым қыздарға, мына Лариса мен Заринаға айттым. Мен айтам, вот мен айтам 7 мартқа давайте я вам мен айтам Ларисаға подарю ботокс. Она маңдайын хочет подколоть. Джованила подколет инде. А Заринаға мен айтам, давай я тебе губы подарю. Губы подкачаем тебе. Зарина это не Что надо ты ты. намеки ты кидаешь этим? Ботокс подарила губы. Ну у тебя губы красивые. Зарина это у меня губы красивые, я не буду подкалывать ты. Не, слишком будет. Давайте, знаете, анимака меня коррек, пожалуйста, можно меня говорить? Меня, короче, ночнушка коррек. Не ночнушка, а этот, пижама. Это который вон показать? Шортиками ты занята, который, да? Я не знаю. Кружевной? Нет. Я сама выберу, вам скажу. Бля, умненько, надеюсь, ты не выберешь? Я уникам. Боди дешевле. За 1999 рублей. Боди дешевле выходит. А так, хаман гитваная, что ли? Ой, как вы ужасно выглядите. Почему? Почему это я ужасно выгляжу? Маңдайға қып-қып. Ай, ай, неме был. А чё с маңдайым? У вас Офигеть. весь курай опять следы остались. Ой, я на подушке лицо у меня было, походу. Вот когда лицо на подушке, вот так следы остаются, дорогие друзья. Ой, я говорю, Милюша, вы случайно уснули? Или специально ты? А чего вы до сих пор не уходите-то? Ну-ка, покажи волосы. Ой, ты какая красивая. Так Вы решили, что лучше красиво. пойти красивыми, чем пойти вовремя. Да. Ну, вообще, что-то опаздываете же. Ну, вы же вообще опаздываете. Нет, можно на час опаздывать. А? Куда можно на час опаздывать? Да, обычно там на час всегда опаздываю, нормально было. Господи. У нас девиз такой, лучше опоздать и прийти красивыми. Ладно, я вас провожать не буду, я пошла.